калі мне скажуць заўтра, што я памру, ну што ж, адпачынак таксама нядрэнная штука. Людзі калісь будуць жыць нават даўжэй за мяне, і ім не будзе горка за жыццё. Усё ў ім было, усякае жыта па лапаце. Усё я зведаў, на што ж шкадаваць. Лёг і заснуў спакойна, нават з усмешкой. Александровский сквер. Так обозначено это место на карте города Минска. На ощупь этой легкой руки фонтан «Мальчик с лебедем», расположенный в центре, назвали памятником юному Паниковскому. Так и назначали мы встречи, свидания у юного Паниковского. А лет 30 тому назад почти каждый день приходил сюда один человек. Писатель Владимир Короткевич. Здесь он встречался со своими друзьями. И, может быть, здесь к нему приходили образы будущих романов и повестей. Будний день в Минске. Какой-то такой день, не день. И вдруг вижу, сидит Короткевич в беретике, в плаще, курит. И это уже было после всего. Идти было тяжело, но каждый день, преодолевая эти несколько сот метров, он пытался преодолеть болезнь. Его дом находился совсем рядом. Улица Карла Маркса, 36, 5-й этаж. В этом подъезде на каждом пролете лестничной клетки стояли стулья, прикрученные к батареям, чтобы не утащили. Их поставил писатель для своей мамы, которой было уже тяжело подниматься так высоко. Говорят, случайности не случайны. Владимир Короткевич умер 25 июля 1984 года, в день рождения своей матери Надежды Васильевны. Человек рождается, и вместе с ним рождается потенциал его возможностей. Смысл существования человека в том, чтобы использовать этот потенциал. Ну, скажем, женщина должна родить, художник должен нарисовать. Не потому, что просто так делать нечего, а потому, что это вот свербит, и он не успокоится, пока вот это он не сделает. Это цель любого существования. В Ватикане был кинотеатр, где периодически шел этот фильм. Лет 7-8 назад один из самых престижных, богатых и тщательных фестивалей, фестиваль в Локарно, объявил тему «Неизвестное советское кино». И они объявили показ «Христос приземлился в Гродно». Скачи! Куды? На коня куды? І он же бежит бегом. Скачи, тебе кажут. Ну, давай. А, скачи, скачи. Я скачи. А? Во второй половине 60-х в СССР появились так называемые полочные картины, те, что не вышли в прокат и годами хранились в Госфильмофонде. Попал в их число и фильм Владимира Бычкова «Житие и вознесение Юрася Братчика». Картина побывала под ножницами цензуры и пролежала несколько десятилетий на полке. Но даже спустя 20 лет вышла на экраны так скромно и незаметно, что, можно сказать, осталась в забвении. Глады мор на земле! Глады мор! Глады мор на земле! Глады мор! Поставьте крыш и прийти ее, и уратуе, воз'ясьте детей своих, и повымрите усе, коли крыш не поставите, поставьте крыш!
Фільм заснаваны на сапраўдных падзеях, на летапісных запісах адносна таго, што вось у сярэднявеччы у Гродні, у Гародні паявіўся чалавек, які выдаваў сябе за Хрыста. Хто за Христа? Хіба не Городню? У топори! У колы! Вы что разбураете? Вярнуўшыся са здымкаў, звычайна, Караткевіч быў у добрым настроі. Гаварыў, ну, нарэшце мне і с актерами повезло, и с режиссером. Писатель увлекся новым для него процессом съемок и даже придумал импровизированный эпизод вместе с композитором Коровайчуком. И Володя включился в эту игру, и они создали такой эпизод, который, в общем, по тем временам он был настолько живой, что, конечно, его сразу же редактура изъяла. Поехали снимать мы в Крым. Это зимний период. Я там построил целый готический город. Знаете, собор 18 метров и со всех сторон, со скульптуры. Сейчас это было бы событием. Как это так, на таком уровне сделать декорации? Ну, мы делали. Фильм снимали в 1967-м, через 3 года после того, как Короткевич написал сценарий. Во времена хрущевских гонений на церковь и всеобщего атеизма эта работа стала для многих настоящим откровением. Его ведь затевали как антирелигиозный, а он получался все время религиозным. И вызовут в Госкино, посмотрят, и вдруг задают переснять 600 метров. Это единственный фильм, на который я истратил пленки 69 километров. Власти разглядели в романе Короткевича пропаганду христианских идей, а многие верующие считали его еретическим. И когда однажды митрополит Минский пригласил Короткевича в гости, писатель готовился к тяжелому разговору. Зайдем мы на подворье, выскочать церковные служки, покладусь на землю и почнуть меня, значит, бичевать, приговорываючи, пиши, абы чего, не стварая богохульных фильмов. Я говорю, ну, видишь, Володя, это твоя справа, может быть, не пойдем? Нет, все-таки пойдем. Мы заходим, конечно, никто нас не сустракал там с некими, значит, этими нагайками, бичами. Почалася вельми интеллектуальная оговорка с показу икону. Роман можно назвать энциклопедией народной жизни Беларуси XVII века. Литераторы ставят его в один ряд с Гаргантюа, Рабле, Тилем Уллиншпигелем, Кастера. Обращаясь к культуре предков, кинематографисты открыли для себя новые образы и смыслы. Я мог посещать даже закрытые церкви. Я много икон видел, но Бог свидетель, я ничего не трогал. Я видел в подвалах уникальные книги, не знаю, где они сейчас. Просто гнили, и мы с Толей чуть не плакали. И вот тогда самое удивительное вот что, вот я что главное должен вам сказать. Вот тогда я впервые по-настоящему сел за Евангелие. И с той поры я всю свою сознательную жизнь я рисую то, что мне вот когда-то было там, в меня было вложено. На самом деле почти никто не видел тот фильм. Тот, который снимали Бычков и Короткевич. До цензурных правок, до того, как вырезали все ключевые притчевые эпизоды. Экранизация романа «Христос, приземливший в Городни» осталась одной из самых загадочных и трагичных историй в кинематографе нашей страны и в жизни сценариста и режиссера картины. Я наблюдал Володю Короткевича в этот момент. Я видел, как этот человек сжимался, терял себя в переделках, которые его обязывали сделать. Он был не талантлив. Он не пел песню. И когда все это курочилось, великолепный режиссер Бычков начал пить.
и спился. Я потом участвовал в его еще одной картине на студии Горького уже в Москве. Это был другой человек. Это был искалеченный человек. Это было не первое столкновение Короткевича с особенностями кинопроизводства. Когда он, выпускник сценарных курсов, вернулся из Москвы, то привез на Беларусьфильм свой дипломный сценарий. Сценарий «Гневное солнце палящее», за который в Авгике получил отлично. Вместе с Игорем Добролюбовым они начали работу над ним. Но против «Гневного солнца» выступили все студийные литераторы, и в первую очередь главный редактор Максим Лужанин. Больше года длилось хождение по кабинетам. Коллеги встали стеной и добились своего. Не пропустили фильм к запуску. Корж Саблин никогда не хотел, чтобы молодые были выше его. По эпизодам всегда любой фильм можно растаскать. Даже трудно поверить, что прошло 30 лет, а кажется, что было вот-вот, совсем недавно. Короткевич написал повесть «Дикая охота короля Стаха», будучи студентом Киевского университета. Написал летом на каникулах в Орше на чердаке сарая. Повесть стала фантастически популярной. Книги раскупались, как ни одна другая белорусская литература. А режиссеры мечтали экранизировать «Дикую охоту». И вот случилось чудо. Мне было разрешено и написать режиссерский сценарий, и сценарий фильма. Это был 1979 год. О картине много писали и у нас, и за рубежом. Критики удивлялись, что в Беларуси появился такой оригинальный, с национальным колоритом фильм ужасов готического направления. Этот жанр белорусские режиссеры обходили стороной. Рубинчик пошел на эксперимент. И, конечно, самая важная сцена, где эта охота проявляет себя воочию. Валерий Давыдович и Татьяна, они придумали чуть-чуть этот рапид, когда на человека идет эта стихия, и он знает, как во сне, и в то же время как бы наяву. Он ее видит реально, и от нее убежать не может. Он бежит изо всех сил, как будто бы на месте. Потом попадает в это болото. И еще там интересно получается, что цвет почти уходит, все графически. Черное это пальто, которое как колокол. Вроде бы бежит, и вроде бы не убегать. Короткевич трактует Белоруссию как европейскую, культурную, очень удивительную державу со своей историей. Поэтому у нас в «Дикой охоте» костюмы, быт, это все, понимаете? Потому что мы настаиваем на этом. И когда-то в Госкино, когда принимали картину, один высокопоставленный редактор сказал: у вас просто какой-то английский фильм. Слышите, это мне сказал. Роман Короткевича заканчивался на светлой мажорной ноте. Любовь словно выводила из заточения, и герои отправлялись в новый яркий мир. Колорит кинофильма не похож на яркий мир романа, и финал отличается от литературного оригинала. Серая дымчатая атмосфера не меняется, когда герои покидают печальный замок. Из одной тюрьмы они уходят в другую. Технология создания несвободы и вот этого зомбирования свободного человека несвободой, вот, она очень четко, ну метафора это очень четко такая вот сформулирована. Это маленький человек болотных елин. Он появляется, когда кто-то должен умереть не своей смертью. Перед смертью отца
Он приходил. И недавно, 2 раза. Опомнитесь. Призракам не место. Век пара, электричество. Ошибаетесь. У нас призраков больше, чем живых людей. Это было иносказание, тайнопись. Почему страх правит людьми? Что такое дикая охота короля Стаха? Это охота на людей. Вот и все, весь ответ. Дикая охота короля Стаха – это охота на людей. И Короткевич об этом написал. Режиссер, композитор, оператор – все искали ключ к загадкам дикой охоты. Но не всегда это было то, о чем думал и писал сам автор. Мне часто Владимир Семенович сам рассказывал, что здымки идут непросто, то по технічних причинах, то тому, що він бачить одно, а режисер бачить другое. И он часто говорил мне, навстановлюся на колени, как робили б так, как мне сдается. Критики писали, каждый кадр фильма – маленький шедевр, стежок за стежком воссоздающий фантастическую картину. Вроде бы идет такой вымышленный, оторванный от жизни сюжет. Действительно, во что-то мы верим, во что-то не верим. Кстати, прекрасная работа там Логиновой Татьяны, ведь чудесная. Она как раз вот эту вот зыбкость, непонятность и человеческой души, то есть то, что внутри человека, и то, что вокруг она сделала. И вдруг в финале мы говорим, вдруг конкретная дата. А ведь сегодня первый день 20 века. Да-да, господа. 1 января 1901 года. Это его великое воображение, оно человека сдвинуло по вертикали времени. До сих пор не утихают споры. Была ли дикая охота Владимира Короткевича перенесением на белорусскую почву повести Конан Дойля о собаке Баскервиле? Но белорусская повесть состоялась, как и экранизация. Когда твор вышел на экраны, я пошел поглядеть, и он мне не сподобался. Он мне сдался слабейшим, чем оригинал, чем оповесть. А на оповесть Короткевич складывал великие надеи для выховання молоді і так далі, і так далі. І коли я йому виклав, що, безумовно, фільм, коли не читати твою оповість, він отримався так собі неблагим, але коли вспомнить оповість, він отримався ще одним середнім фільмом. Однако гениальная сложная проза с трудом укладывается в прокрустово ложе кинематографа. Поэтому «Дикая охота» – фильм по мотивам повести Короткевича. И суть, как оказалось, не в том, насколько точен перевод, а в том, насколько он хорош сам по себе. Фильм Михаила Пташука «Черный замок Ольшанский» вышел на экраны в 1983 году. То ли из суеверия, то ли желая продолжить успешную традицию Рубинчика, Пташук пригласил того же оператора, что снимала и «Дикую охоту» Татьяну Логинову. Премьера «Черного замка» прошла в кинотеатре «Киев». Писатель воспринял это как знак. Все казалось символичным. Он снова вспоминал время учебы и словно прощался со своей молодостью. Это был последний год жизни Короткевича. Ён тут сам сценарий писал, а потом, коли этот сценарий треба было переробляти 2-3 рази, у яго уже не было ни сил, ни часу это робить. И он у своем дневнику пишет, что отдаю режиссеру, что хоча, хай робить. Хотя игра некоторых актеров в этом фильме ему вельми сподобалась.
когда мы начали работать, уже снимать «Черный замок Ольшанский», вот там я открыл Горбука. Открыл раз навсегда. Там был буквально маленький эпизод, маленькая роль. Для той роли нужна была та вот не актерское лицо, та самобытность, народная самобытность. Картина имела успех у зрителей, встретила неприязнь критики и часто повторялась на телеэкранах. Но повторить успех «Дикой охоты», к сожалению, не смогла. Мне здаецца, што «Чорны замак Ольшанскі» найбольшы з усіх знятых фільмаў задаволіў Владимира Короткевича. Он теплее относился к замку Ольшанскому. Потом только я понял, почему. Очень просто. Ольшанский снимался в Беларуси. В Ольшанском снимались белорусские артисты. Ментальность народа, национальная. Был национальный колорит, национальный фон. В детстве для Владимира Короткевича книги и рисунки были главными и любимыми его увлечениями. В 6 лет Володя сам большими печатными буквами написал письмо Корнею Чуковскому и получил ответ. Кто знает, может, то потерянное в годы войны письмо и было отправной точкой, с которой и начался путь белорусского писателя. Но потом он понял, что достучаться до сердец миллионов может кино. Книгу, говорил Короткевич, у нас прочитают 100-200 тысяч человек, а кинофильм посмотрят миллионы. Наверное, он мечтал, что зрители будут ходить на фильмы по Короткевичу, но не мог себе представить, как трудно будет ему самому смотреть их. Абсолютно ничего не вышло из его прозы, никто не сумел одолеть его. Фильм «Мать урагана» вышел на экраны в 90-м году, уже после смерти писателя. Он не мог вмешиваться в работу, не мог видеть результат. «Мать урагана», безусловно, самое трагичное произведение писателя и наиболее сложное для воплощения на экране. Режиссер Юлий Марухин был одновременно и оператором фильма. Потому изобразительное решение здесь весьма удачно. Но что-то ушло. Проза Короткевича вновь не поддавалась переводу на киноязык. Увлечение вот этими батальными съемками выхолащивало суть Короткевича. Это ж не только это фон. Что происходило? А эти линии разработаны уже гораздо слабее. Начало 90-х годов. Студии, кинотресты, киноконцерны, они появлялись вдруг и также быстро исчезали. Снималась масса фильмов, канувших в лету, еще не выйдя на экраны. И вновь обращение к Короткевичу. На этот раз в совместном проекте с польскими кинематографистами. «Седая легенда» режиссера Паремба вышла в 1992 году. Авторов привлекла прежде всего остросюжетная фабула, исторический колорит. Но тщательно воссозданная реконструкция снова не стала адекватным переводом прозы писателя на киноязык. Одна зрительница спросила у Владимира Семеновича: скажите, Владимир Семенович, в ваших книгах все какие-то погони, дуэли, драки на
шпагах, какие-то это... Вы что, скажите, это все-таки... Вы что, так представляете реальную жизнь? Он сказал, нет, я так не представляю реальную жизнь. Тогда почему вы так описываете жизнь? И Короткевич сказал по-белорусски, а я трохи придуриваюсь. Понимаете? Аплодисменты и хохот. Короткевич много сотрудничал с прессой, радио, телевидением, писал тексты для телефильмов об истории Беларуси. И каждое его выступление, казалось бы, построенное на импровизации, потрясало всех. Он интересный человек, он с юмором, с большим. Я вспоминаю, когда решили на художественном вещании делать передачу «Спадщина». Вот кого ведущим? Ну, если, говорит, да вот раскрепощен, говорит, Короткевич. Вот. Пришли к нему домой, на Карла Маркса. У него такой халат был, он в халате, с колпаком, и стоял кальян. И, значит, приходим, говорим, Владимир Семенович, вот, коли ласочка, такая передача будет, может, вы ведущим заводитесь. А ведаешь, Акимка, можно. Только давайте я буду из квартиры своей вести. Я говорю, как? А вот так, в халате, с колпаком, с кальяном. Я говорю, ну, кальян и Беларусь, я говорю, как-то так оно... Ну, добро, пошутил. Он мог рассказывать о месте своего рождения, так что неясно было, родился он в верхнем или нижнем течении Днепра, в 20 или 16 веке. Над ним потрунивали, не понимая, что он поэт, а поэты – небожители и не имеют ни конкретного места рождения, ни возраста. Сидит Короткевич Владимир Семенович на скамейке, и мы так поздоровались, и такое одиночество веяло, таким одиночеством от него, что он сказал, ходим выпьем ко мне. Там, по-моему, у него уехала жена, куда-то поехала в командировку. И вот ужас, я как-то застеснялся, засмущался. День, ветер, вот как сегодня. Какие-то дела совершенно нелепые. Я говорю, мне надо на работу, что-то на студию. А то мы как-то... И так я думаю, ну еще увидимся, понимаете. Но больше уже не увиделись. 12 июля, не оправившись от тяжелой болезни, Короткевич все-таки соглашается на приглашение друзей устроить путешествие по Припяти. Это было его прощание с любимой Беларусью. Писателю оставалось жить 13 дней. «Я адрабіў спаўна і па сваёй ахвоце катаргу на зямлі. Я зрабіў нават болей таго, што мог. І не для сябе, а дзеля іх, дзеля гэтага акіяна народа майго». Владимир Короткевич.